Здравствуйте. На ТНВ «Время новостей Татарстана». О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Регина Ягудина. Еще больше снега выпадет в ближайшие 3 дня. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, привлечена дополнительная техника. Как Татарстан справляется с непогодой, смотрите в нашем репортаже. Ситуация с корью остается острой, число судебных разбирательств увеличивается. Отголоски пандемии мы будем ощущать еще долго, поскольку она нанесла колоссальный ущерб нашему иммунитету. Какие итоги работы за год озвучило Управление Роспотребнадзора по республике, расскажет Рамиль Шайдуллин. Новые ток-шоу, музыкальные программы, познавательные проекты. Творческие группы в постоянных поисках нашли себя и нам предложили очень интересные проекты. Чем порадует ТНВ своих зрителей в новом сезоне, расскажет Алия Хайрудинова. Этой ночью в Татарстан придет циклон мощнее предыдущего. За 3 дня выпадет до 80% месячной нормы осадков. Синоптики распространили штормовое предупреждение. Сегодняшнее улучшение погоды было затишьем перед бурей. В ближайшие 3 дня синоптики прогнозируют сильный снегопад, ветер и гололедицу. Все это влияние активных циклонов. Татарстанцы еще только приходят в себя после мощнейшей метели. Некоторые назвали ее черной, так как сильный снегопад буквально парализовал движение. Сегодня по всей республике устраняли последствия непогоды. Выехать со двора сегодня все еще сложная задача. Даже шипованная резина не в силах справиться с сугробами. Опытный водитель Фаиль Губайдулин сделал это только со 2-го раза. Хотелось бы, конечно, чтобы чистота дорог поддерживалась своевременно каждый день. Всю ночь и весь день дорожники устраняли последствия сильнейшего за зиму снегопада. Стихия бушевала так, что впервые в республике были закрыты все федеральные трассы. В Казани по плану «Буран» минувшей ночью на улице вывели максимальное количество людей и техники. Снег сначала убирали, затем дороги посыпали реагентами. Дорожные службы переведены в усиленный режим работы. В первую очередь мы будем убирать, вывозить и посыпать реагентом магистральные дороги, дороги около социальных объектов и по маршрутам следования общественного транспорта. К утру горожане были удивлены чистотой и практически отсутствием пробок. Активная уборка в городе началась после 10 вечера, когда трафик на дорогах значительно снизился. За сутки было вывезено более 12 тысяч тонн снега, 8 снегоплавильных станций. За сутки они могут расплавить до 8 тысяч тонн снега. В общей сложности все снегоплавильные пункты Казани за весь период с начала снежного сезона приняли уже более 460 тонн снега. Вчера было значительно хуже, потому что были пробки. Сегодня пробок поменьше. На Чистопольской, на Ямашево, главных дорогах, да, все хорошо, все нормально. У нас там у дома все очень хорошо. Почистили, спасибо большое. Последствия снегопада устраняли по всей республике. Вот так снег с центральных дорог вывозили в Буинске. А вот так поселковые дороги вычищали в Апастовском районе. Сильнейший снегопад спровоцировал аварии на дорогах, в том числе и смертельные. Между Челнами и Нижнекамском лоб в лоб столкнулись 2 легковушки. По предварительным данным, водитель японского авто выехал на встречку. В результате 2 пассажиров, мужчины старше 50 лет, погибли на месте. С начала недели в авариях погибли уже 8 человек, 10 пострадали. Сотрудники ГИБДД опасаются, в предстоящие дни ДТП может стать больше. Продлятся неблагоприятные погодные условия вплоть до 21 числа. Погода сильно испортится, говорят уже синоптики. Ожидаются снег и мокрый снег. Выпадет до 80% месячной нормы. Метели, ветер до 25 метров в секунду. На дорогах снежные заносы. Причина – влияние активных западного и юго-западного циклонов. Значит, ожидаем серьезное ухудшение погодных условий, начиная с предстоящей ночи. И такая сложная погода с обильными осадками, с ветром, с метелями будет отмечаться у нас по воскресенье включительно, то есть пятницу, субботу и воскресенье. Как заверили в исполкоме Казани, непогоду они встретят во всеоружии. Готовы 600 единиц техники и более 500 рабочих.
Проведена работа по подготовке сил и средств для беспрепятственного движения автотранспорта. Наняты дополнительная специализированная техника и дорожные рабочие. Скорректирован маршрут уборки. Подготовлены места складирования, утилизации снега. Автомобилистам в ближайшие 3 дня советуют отказаться от поездок без крайней необходимости. При происшествиях необходимо обратиться по номеру 112 для вызова экстренных оперативных служб. Регина Игудина, Рамиль Шайдуллин, Искандер Гималдинов, Лейсан Саитова, ТНВ «Казань». Крещенских морозов в этом году ожидать уже не стоит. Завтра православный праздник пройдет при нулевых температурах. Сегодня в Крещенский сочельник митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел литургию в Никольском соборе Казани, осветил воду. В храмах сейчас проходит всеночное бдение. К завтрашнему празднику Крещения Господне в Татарстане подготовлена 91 площадка для купания, из них 60 на открытых водоемах. Сегодня инспекторы ГИМС провели контрольный замер льда на берегу Волги у храма Николая Чудотворца и рассказали о мерах безопасности в местах купаний. В целях обеспечения безопасности в период купания праздника Крещения Господня на акватории будет осуществлено дежурство 2 спасателей, наряда полиции, бригад скорой помощи для оказания первой помощи. В Татарстане резко выросла заболеваемость сразу по 26 инфекциям. Коклюшем в 10 раз, корью в 146 раз. 12 человек даже подхватили бруцеллез. Таковы итоги прошлого года. Их подвели сегодня в управление Роспотребнадзора. Причин роста несколько. Это и отсутствие прививок против кори и коклюша, несоблюдение санитарных требований при бруцеллезе, а также ослабленный иммунитет после пандемии ковида. В прошлом году республиканские санитарные врачи вели ревакцинацию детей против коклюша, так как ее нет в национальном календаре прививок. Какие районы оказались в зоне критики из-за низкого уровня вакцинации, узнал Рамиль Шайдуллин. Вот этот стенд, посвященный столетию Государственной санэпидслужбы, показывает то, с какими вызовами сталкивался Роспотребнадзор 30, 40 и более лет назад. Здесь дифтерия, с которой республика не сталкивалась больше 20 лет, и полиомиелит, о котором не было слышно уже 30 лет. Но, к сожалению, что-то возвращается, и это что-то корь. По итогам прошлого года 146 случаев. Это в 146 раз больше, чем было в 22-м. Тревожные цифры обнародовали на итоговой коллегии Роспотребнадзора. Мы все понимаем, что корью болеют непривитые лица. И каждый второй – это мигрант. Более того, даже наши граждане, которые заболели корью, нужно понимать, что 70% из них привезли инфекцию, будучи за рубежом, либо пребывая в других субъектах Российской Федерации. Опыт 2023 года показал, что не менее половины заболевших были и взрослые, хотя они были в детстве вакцинированы. Небывалый 10-кратный рост показал и коклюш. Почти 1800 заболевших, каждый второй школьник. Третья инфекция, вызвавшая особый резонанс – мышиная лихорадка. Заболевших ею татарстанцев стало на 16% больше. Одной из главных причин роста непривычных для наших широт заболеваний назвали ослабленный иммунитет татарстанцев после ковида. Отголоски пандемии мы будем ощущать еще долго, поскольку она нанесла колоссальный ущерб нашему иммунитету. Отсюда рост заболеваемости по 26 инфекциям и превышение среднемноголетнего уровня по 25 нозологическим формам. Однако были и другие причины. Среди них нарушение требований санитарной безопасности. Так, заболеваемость гриппом увеличилась в 4,5 раза, в том числе из-за очагов болезни в школах, детсадах и общепите. К работе были допущены заболевшие сотрудники. Другая причина – низкий уровень иммунизации. План по детской вакцинации от гриппа не выполнили в Актанышском, Апастовском, Мамадышском и Аликеевском районах. По взрослой – в Ютазинском, Елабужском и Черемшанском. Упомянутые районы по выполнению плана вакцинации в Республике Татарстан среди детей и взрослых также до 27 января я прошу отчитаться Министерство здравоохранения в Кабинет министров о том, какие меры будут приняты в 2024 году с целью предотвращения таких низких результатов в тех муниципальных районах, которые мы видели на слайде, и также о том, как мы будем двигаться в принципе дальше по вакцинации в 2024 году. В прошлом году впервые в Татарстане были зарегистрированы 12 случаев
бруцеллеза среди людей. Опасной инфекцией, уничтожающей крупный рогатый скот, заразились работники ферм. У них не было средств индивидуальной защиты, они не соблюдали личную гигиену и не проходили медосмотр. В то же время общая заболеваемость в Татарстане снизилась на 20%. Управление решает государственные задачи. Это защита здоровья, благополучия человека. Вы с этой важнейшей государственной задачей блестяще справляетесь и находитесь в нашем Приволжском федеральном уровне на лидирующих позициях. Как отметили на коллегии, в прошлом году в республике достигнут самый низкий показатель смертности с 1991 года. К тому же выросла ожидаемая продолжительность жизни почти до 75,5 лет. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Минниханов в своих соцсетях выложил ролик об итогах нацпроекта «Демография». Как отметил Раис Республики, уважение и забота о старшем поколении – это наш долг. Благодаря национальному проекту «Демография» за последние 5 лет республика получила более 400 миллионов рублей. 5500 пожилых и инвалидов получают уход на дому. 2200 человек пользуются услугами сиделок. Свыше 1000 татарстанцам выделили технические средства реабилитации. В отделениях дневного пребывания восстановили здоровье более 3000 человек. За федеральный бюджет республика приобрела 43 автомобиля, чтобы отвозить сельчан старше 65 лет на диспансеризацию, профмедосмотр и медобследование. Как отмечают, благодаря этому снизилось число вызовов пожилыми скорой медицинской помощи. Почти 60 000 человек прошли необходимое обследование. Инвестиционная привлекательность Татарстана в ближайшие годы может споткнуться об проблему нехватки рабочих рук. Об этом заявили сегодня на коллегии инвестиционного развития республики. В заседании принял участие премьер Алексей Песошин. Сейчас республика активно привлекает средства. За минувший год финансовые вливания превысили более 1 триллиона рублей. По сравнению с 2022 рост более чем на 30%. Что планируют сделать, чтобы решить проблему кадров, расскажет Дмитрий Аринин. Заседание коллегии Агентства инвестиционного развития прошло в недавно открытом Институте пространственного планирования республики. Как отметили, это весьма символично. Именно грамотно расположенная инфраструктура и логистика для бизнес-проектов способна привлечь инвесторов. Каждого вот такого расчетного района конкретные цифры, сколько здесь можно застройки. Сейчас в Татарстане один из лучших в стране инвестклимат. Выше в рейтинге только Москва. За минувший год в республику вложили более 1 триллиона рублей. Это 5-й показатель в стране. Больше всего у нас инвестируют в промышленность, логистические проекты и добычу полезных ископаемых. Самые популярные места – Алабуга, Казань и Нижнекамский район. И вот в этой сложной санкционной экономической турбулентности, конечно, распознать инвестора, который способен реализовать инвестиционный проект, очень непросто. Инвестиционная деятельность, она сложная, разноплановая. Внутренний рынок России у нас активизировался. Конкуренция среди регионов ужесточилась. Некоторые инвесторы хотят зайти в Татарстан, но сталкиваются с непреодолимой локальной конкуренцией. Сегодня в нашей стране фактически происходит передел собственности. Многие скупают непрофильные активы. Смогут ли предприниматели эффективно управлять этими непрофильными активами, покажет время. Создавать благоприятные условия для инвесторов помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Производителям помогают выходить на внешние рынки, консультируют, оказывают законодательную и маркетинговую поддержку. Татарстан – единственный регион в стране, где работают более 100 промышленных парков и 7 свободных экономических зон с льготным налогообложением. Для создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности Министерством экономического развития России разработан инвестиционный стандарт, задачей которого является сокращение пути инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. По эффективности внедрения стандарта мы пока занимаем 7-е место. И здесь я прошу агентство инвестиционного развития усилить работу в этом направлении. Необходимо обеспечить качественную обратную связь с инвесторами для устранения барьеров на пути предпринимателей. На коллегию пригласили федерального эксперта в области экономики Наталью Зубаревич. Она отметила, на инвестпривлекательность и реализацию бизнес-проектов может негативно повлиять нехватка рабочих рук. Такова демографическая ситуация в стране, и нужно серьезно подумать, как решить кадровый голод. Проблема рабочей силы не решится как минимум до конца 2020-х годов. Варианты инвестиционных проектов
должны жестко рассматриваться не с точки зрения создания новых рабочих мест, а с точки зрения максимальной автоматизации того производства, которое будет создаваться. Сегодня нужно предпринимать какие-то конкретные действия, и я считаю, что это должны быть системные новые решения по подготовке кадров, скажем, в каком-то ускоренном формате, по переквалификации кадров, по вовлечению в экономическую систему людей пенсионного возраста, молодых мамочек, да, раньше, то есть чтобы они выходили, допустим, школьников, там, да, то есть какие-то предпринимать, ну, естественно, маятниковую миграцию никто не отменял, вахтовый метод, да. Как говорят эксперты, предстоящий саммит БРИКС сделает Казань узнаваемой и популярной у инвесторов, и к этому нужно готовиться и по максимуму использовать возможности. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Более 186 тысяч татарстанцев в прошлом году заявились на налоговые вычеты по расходам на образование, лечение, страхование и занятия фитнесом. О том, как выгодно вернуть деньги, какие новшества вступили в силу в новом году, читайте в интернет-газете «Реальное время» в интервью Марата Сафиуллина, руководителя налоговой службы по Татарстану. Благодаря активности вузов по итогам минувшего года Татарстан поднялся на второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Об этом сообщил Рустам Минниханов. Раис республики сегодня принял участие в заседании Международного наблюдательного совета научного центра «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». На встрече подвели итоги года и наметили планы на будущее. В 2023 году 442 проекта, обучающихся из республики, больше чем из других субъектов, стали победителями конкурса «Студенческий стартап». 24-й в Татарстане объявлен годом научно-технологического развития. Научный центр «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» с самого начала обоснованно рассматривался как исследовательская платформа международного уровня. В ходе длительной эксплуатации ромашского месторождения нефти научное сообщество и промышленность Татарстана приобрели уникальный опыт компетенции в области освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. В настоящее время эти знания и опыт востребованы во многих нефтедобывающих странах мира. Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний Рустамом Степаненко. Обсудили ход строительства нового следственного изолятора на 1000 мест в Казани. Федеральный чиновник отметил высокий темп строительства и поблагодарил Рустама Минниханова. Также обсудили вопросы взаимодействия в сфере уголовной исполнительной системы Татарстана и социальной адаптации после освобождения. Огромное спасибо за такие темпы строительства. Все это очень впечатляет. А с учетом того, что уже по ряду объектов перешли к пусконаладочным работам, это очень здорово. На 86-м году жизни скончался Юрий Демидов, бывший министр местной промышленности Татарской АССР. При его активном участии создавались новые производственные мощности, расширялся ассортимент продукции. При нем был построен известный на всю Россию Кукмарский завод металлопосуды. Юрий Демидов избирался депутатом Верховного Совета ТАССР. Деловые человеческие качества, патриотизм, требовательность к себе и подчиненным снискали ему заслуженный авторитет коллег и общественности, отмечается в некрологе, которые подписали Рустам Минниханов, Ментимер Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров и другие официальные лица. Резидент Химграда разработал энергоэффективную плату для светильников. Она позволяет экономить до 30% электроэнергии. Сегодня изделие презентовали министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову. Компания «Ледус» занимается изготовлением осветительных приборов с автоматизированным управлением. Внутри платы запрограммированный чип, который подстраивается под другие источники света, в том числе солнечного. Подобное оборудование уже используют на объектах Москвы и Казани. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» гарантийный фонд республики оказал поддержку компании. Полученные средства использовали на проектирование и изготовление осветительного оборудования. Когда солнечный свет замещает искусственный свет, то есть при этом у нас на рабочем месте остается освещенность согласно нормативам, то есть здесь у нас получается экономия до 30% на электроэнергии. Мы еще раз предметно встретимся, обсудим
в рамках развития их планов, реализации их планов, что мы можем со стороны государства, как их поддержать. И в части вопросов, связанных с возможностью приобретения оборудования, то, что ребята планируют начать уже производство, в вопросах встречи с нашими проектантами, потому что эти разработки надо тоже дальше двигать. Он поверил в себя и сделал, казалось бы, невозможное. Марат Ильясов из Бавлов известен не только в Татарстане, но и в стране. После автокатастрофы его парализовало, но благодаря регулярным тренировкам смог встать на ноги и теперь помогает другим. Сегодня он прочитал мотивационную лекцию в Альметьевске. Марат Ильясов создал реабилитационный центр «Я смогу» в Бавлах, где использует свою авторскую методику. В 2022 году он презентовал проект лично Владимиру Путину. В этом году стал доверенным лицом президента России в рамках избирательной кампании. Студентам он сегодня рассказал о преодолении трудностей и достижении намеченных целей. Также поделился воспоминаниями о встрече с Владимиром Владимировичем. Я очень надеюсь, что не только наш президент будет развивать и расширять кругозор, развивать нашу страну, делать ее сильнее, но и мне получится какой-то вклад внести определенный. Сейчас в избирательной кампании участвуют 11 человек. Представители 3 парламентских партий, кому не нужно собирать подписи, уже зарегистрированы в ЦИК России. Николай Харитонов от КПРФ сегодня дал пресс-конференцию, где представил свою предвыборную программу. Представитель партии «Новые люди» Владислав Дованков в Москве принял участие в открытии штаба общественной поддержки. Они также появились в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Томске. Кандидат в президенты России от либерал-демократической партии Леонид Слуцкий запустил свой предвыборный сайт. Высокогорский район сегодня принял эстафету автобусного марафона «Татарстан. Республика достижений». В Центральном ДК собрались руководители предприятий, депутаты Госдумы и Госсовета, предприниматели. Гости рассказали о реализации республиканских федеральных программ, а также нацпроектов. Каждая нацелена на повышение уровня жизни. Высокогорский район – передовик по реализации таких проектов. Благодаря программам в прошлом году здесь построили порядка 20 социальных объектов. Это новые ДК, клубы, школы искусств, детский сад, общеобразовательные школы, опорный пункт полиции. В фойе Дома культуры организовали фотовыставку, посвященную достижениям Татарстана. Автобусный марафон посетит 29 районов. Если брать 6-летний период, в Высокогорском районе мы отремонтировали 219 домов. В этом году Лабиса тоже планируем 6 или 7 домов отремонтировать капитально. То есть район активно участвует. Также и дворы будем ремонтировать, и во всех программах по водоснабжению, водоотведению, по освещению. Везде район, как бы он представлен. В Лабиса и улицы будут светлые, и учреждения культуры будут новые, и школы также красивые. Творческий коллектив нашего телеканала представил новые проекты, посвященные Году семьи в России, Году научно-технологического развития в Татарстане и Году личности в татарском мире. Их презентовали Марату Ахметову, председателю комиссии по родным языкам. ТНВ сотрудничает с комиссией с момента ее создания. Многие популярные рейтинговые проекты – это совместная работа. Чем в этом году медиахолдинг порадует своих зрителей и слушателей, расскажет Алия Хайрудинова. Сіздің айтасыңыз келе шушы фильм бізді екінші орынға көтерді. Доля просмотров татарского сериала «На перекрестке 7 дорог», который стал предновогодним подарком для наших зрителей, почти 10%. Так, в декабре ТНВ занял 2-е место по телесмотрению в республике среди всех федеральных каналов. Это результат премьеры татарского фильма. Того же хотят добиться и от нового сериала «Кашиките Жирахуала» по повести Мухаммада Магдеева. Его сегодня презентовали Марату Ахметову. 10 серий должны погрузить зрителя в мир татарского быта, традиций, родного языка. Сериал «Энциклопедия» или атмосферный сериал, так о нем говорят сегодня. Это должен быть не просто сериал, он должен быть наполнен содержанием. Как книга Магдеева завораживает и удерживает зрителя, так и ваш сериал должен затянуть зрителя целиком. Этот год в Татарстане посвящен науке и технологиям. О светилах, выходцах из Татарстана
дня в течение года будем говорить и мы. Это 44 рубрики на русском и татарском языках в наших информационных выпусках. Проект уже получил одобрение. Потрясающий человек, вот один из героев. Презентовали и Сабантуй, только музыкальный. Еще один проект от ТНВ. Это настоящая песенная борьба на голубых экранах между певцами старшего и молодого поколения. Проект из 4 туров. Участники будут исполнять свои песни, ретро-песни, а также попробуют свой голос в репертуаре соперника. Здесь мы и татарскую песню сохраним, и родной язык. Болгар-радиуса продолжит работу над проектом «Миллетом Безякляры». Будет и новая программа «Усь Элишем Усь Камешем» о семейных ценностях. Ильшат Аминов назвал его примером психологического практикума для семей. Шаян ТВ при содействии комиссии создает десятки программ. Почти все они продолжатся и в новом сезоне. Так, на конкурс «Татар Сюзе» поступило 3000 заявок. В этом году будет новая номинация. Принять участие смогут и представители других народов. Это чуваши, удмурты, мордва и другие. 2 новых проекта для детей – «Шаян Теслер», «Шаян Формулар» и «Тотлылар». Самые маленькие будут изучать цвета, формы и блюда на татарском языке. Проект понравился Марату Ахметову. Большое внимание в этом году уделят интернет-аудитории. На YouTube-канале ТНВ предлагается создать программу «Околлыбаш». Известные личности будут соревноваться в интеллекте, знаниях и кругозоре. Заинтересовал Марата Ахметова и проект «Шагыр Сюзе». Это 40 роликов со стихами известных и малоизвестных авторов. Он положительно оценил все проекты. Даже сразу при презентации этих проектов сразу наблюдается, что качество профессиональное, содержание вот этих предлагаемых проектов еще выше, чем которых мы реализовывали. Так что компания достаточно ответственна, творческие группы в постоянных поисках нашли себя и нам предложили очень интересные проекты, которые будут более интересны нашим зрителям в этом новом 2024 году. Все эти проекты уже скоро можно будет увидеть в эфире нашего телеканала и услышать на волнах Болгар-радиуса. Как показывает практика, все совместные с комиссией программы самые рейтинговые и пользуются большой любовью зрителей. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Завтра в Москве откроется Всероссийский семейный форум «Родные и любимые». Татарстан на нем представит трудовая династия Гайфуллиных, Сафиных из Набережных Челнов. Сегодня они вылетели в столицу. Большая семья работает на КАМАЗе. Общий стаж 279 лет. На конкурсе татарстанцы исполнят песни «Туган-Як» и вместе с известными шеф-поварами приготовят чак-чак по семейному рецепту. Они уверены, достойно представят республику и домой вернутся с победой. Мы жизнерадостные, мы позитивные. Мы любим всегда что-то новое, что-то то, что мы никогда не пробовали. Ну и дружные мы. В Казани стартовал районный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». На льду при 130-й школе встретились местные команды. В этом году в турнире принимают участие более 6000 татарстанских ребят. В районном этапе 15 команд из Казани. Хоккейная коробка, где прошел первый матч, построен по национальному проекту «Демография». Такие площадки уже есть у 21-й Казанской гимназии в Набережных Челнах. Также в Автограде и Алексеевском районе заработали ледовые дворцы. Модульный спортзал в поселке Васильево Зеленодольского района. Открыты 3 умные площадки в Казани, Нижнекамске и Альметьевске. В столице строят фиджитал-центр, в Челнах и Альметьевске физкультурно-оздоровительные комплексы. Более 60% татарстанцев регулярно занимаются спортом. Раньше искали возможности льда, где потренироваться хоть немного. А сейчас есть такая возможность, и можно хоть ночами покататься. В рамках национального проекта «Демография» в части спорта нам выделяются средства на приобретение спортивного инвентаря, оборудования. По республике Татарстан было установлено почти в каждом районе спортивная площадка комплекса ГТО. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте, Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Батрудиновым. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исян Месес, в студии Динар Бадрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки характер погоды изменится. Осадков снова станет больше, будет дуть очень сильный ветер. Подробности после полезной информации. Только до конца января скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер.
Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Кукмаре и Зеленодольске облачно, сильный снег, метель, температура в течение суток от 3 до 5 градусов мороза. В Апастово, Кайбицах и Камском устье температура 2-3 градуса мороза и в дневные, и в ночные часы. Здесь тоже сильный снег и ветер. В Нурлате, Аксубаево, Мамадыше тоже прогнозируют осадки. Температура днем минус 3-4, ночью то же самое. В Нижнекамске, Агрызе и Сарманово облачность, сильные осадки, 3-4 градуса мороза днем и ночью. В Ознакаево, Лениногорске и в Бугульме такая же картина. Облачность, снег, сильная метель, днем и ночью от 3 до 5 градусов мороза. Температура будет неустойчивой и в туристических городах нашей республики. В Свияжске облачно, снег, температура минус 2 градуса в течение всех суток. В Болгаре днем и ночью минус 3, здесь снежно и облачно. В Елабуге пасмурный снег, температура и днем и ночью 3 градуса ниже нуля. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Свойства санчи проверены веками, недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость, только 19 и 20 января 2024 года в аптеках Фармленд на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани также сильная метель, но температура повысится. Днем и ночью 2 градуса ниже нуля. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Ветер будет достигать 9 метров в секунду. Он будет дуть с юга. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Энергозамышловался.